Все больше торговых точек республики заключают соглашение с правительством о сдерживании цен. Большинство предпринимателей, учитывая трудную ситуацию для покупателей, начинают взаимодействовать с местными властями. В Малгобекском районе в этом списке 13 крупных продовольственных магазинов. Комиссия, в составе которой представители администрации и налоговой службы, повторно проводит мониторинг цен в этих магазинах, и первый на очереди супермаркет в селении Верхние Ачулки. Предприниматели, заключившие договор, заверяют, что больше 10% на товары первой необходимости наценки не добавляют. В списке мясомолочная продукция, овощи, чай, сахар и мука. Цена хлеба? Цена сейчас 22. 22 рубля. Да. А стоил сколько? Стоил 19, 18, 20. Разный сорт хаджа диацарас. Значит, ну на 10%. Да, на 10% диацарас. Пока они соглашение соблюдают. По факту на все эти продукты надбавка по отношению к закупочной цене магазина не превышает утвержденной отметки на отдельные товары. Она колеблется от 5 до 6%. Но, как мы заметили, цены по отношению с прошлым месяцем увеличились на 20% и больше. Если хлеб стоил в феврале 17-18 рублей, то теперь обойдется в 22 рубля. Больше всего заметьте рост цен в молочном отсеке. Если стоимость сметаны увеличилась на 50%, то сахар повысился в цене на 120%. И все эти продукты российского производства. Насчет сахара. Как будет регулировать эту ситуацию? Ну мы насколько поднялась цена. Но они говорят, примем какие-то меры там. Уже заводом они будут. Поставщиков примем меры. Ага. Ну сахаром пока неизвестно, что будет, да? Неизвестно и с сахаром, и с мукой. Федеральная антимонопольная служба по стране начала проверку поставок сахара в магазины, и при выявлении необоснованного повышения цен нарушители ждут меры вплоть до оборотных штрафов. В следующем магазине знакомая картина. Цены сравнимы с теми, что в предыдущем. На некоторые товары они ниже, на другие выше, но в целом свою договоренность предприниматель соблюдает. Вот только по отношению к товарам, не входящим в список первой необходимости, цена слишком завышена. Например, килограмм помидоров стоит 300 рублей, хотя месяц назад их можно было купить за 180. Наверное, поэтому здесь немного покупателей. За время, что комиссия здесь провела, сюда не зашел ни один человек. У проверяющих пока нет мер воздействия на предпринимателей. Они могут только просить и рекомендовать не завышать необоснованно цены. Тем более, что налоговая служба в этом году снизила тариф налогообложения. Как и наш глава сказал, да, вот чуть будет послабление, в общем, если налоговых, если проверок, скажем так, если тем более с Нового года, если как бы тариф патента, да, на осуществление розничной торговли, если он немного, если снизился. В данном сельском поселении 40 у нас торговых объектов, и из них половина уже если стали на учет в налоговом органе, а половина уже стали на учет. За что? В дальнейшем они могут и за поддержкой обратиться. Естественно, да, мы ждем их, мы объясним, проведем, если это самый разговор, диалог, если с каждым, если поможем, если встретим, поможем с оплатой. У нас для этого все средства, все есть, в общем. Следующая точка проверяющих в селении Средние Ачулки. Точка открылась недавно. По словам налогового инспектора, владелец добросовестно налогоплательщик. Как заявляют в магазине, они работают без прибыли с некоторых товаров. Цены вправду ниже, чем у конкурентов. Предприниматель надеется, что, сдерживая стоимость, только привлечет клиентскую базу. Если сравнить с прошлым месяцем, рост цен здесь не достигает 20%. И то только на молочную продукцию. А надбавка к закупочной цене превышает 5%. Ажиотажа нет, но люди все же идут. Вообще это продукты первой необходимости. Подобные массовые проверки проходят по всей Ингушетии. Благодаря изучению цен комиссия направляет свои отчеты в антимонопольную службу. Они, в свою очередь, привлекают к ответственности тех производителей, чья надбавка была необоснованной. Рина Цичоева, Адам Гулоева, Асхаб Белакеев. Новости 24.